5 февраля в Мюнхене состоялось ежегодное собрание немецкой компании Siemens. Во время собрания, в котором приняло участие около 8 тысяч человек, был затронут вопрос нарушения прав человека китайскими властями. Выступая перед сотрудниками и гостями Siemens, представитель Всемирного уйгурского конгресса осветил вопрос лагерей, текущее положение уйгуров и других тюрков, а также напомнил, что группа китайских компаний, специализирующихся на выпуске и разработке техники, замешана в правонарушениях властей в Восточном Туркестане. Аскаржан рассказал, что упомянутая корпорация разработала мобильное приложение для сбора данных и тотального контроля над населением уйгурского региона. Правозащитные организации призвали немецких производителей, сотрудничающих с китайскими компаниями, учитывать нарушения прав человека в Восточном Туркестане. – 9 февраля в городе Дюйсбург состоялся благотворительный утренник в честь Восточного Туркестана, организованный образовательным центром Ванхайм совместно с информационным центром Восточного Туркестана. Первым выступил известный турецкий писатель и теолог Омер Донгель-Оглу, подчеркнув, что верующим не подобает вести себя как ни в чем не бывало. В то время как их братья переживают тяжелые дни, Донгель-Оглу призвал оказать поддержку народу Восточного Туркестана. Также теолог подчеркнул, что китайские власти не проводят перепись населения уйгурского региона, опасаясь выявления истинного количества убитых ими уйгуров и других тюрков. Затем выступил представитель образовательного центра Ванхайм, который заявил, что наступило время для защиты интересов мусульман Восточного Туркестана. В конце программы была представлена деятельность культурно-информационного центра. – 8 февраля информационный центр Восточного Туркестана, расположенный в Дюйсбурге, посетила группа активистов во главе с бывшим имамом мечети Мевляна Фахри Озджаном. В ходе беседы Озджан подчеркнул, что начал интересоваться вопросом Восточного Туркестана еще с молодости и встречался с лидером уйгурского народа Исой Юсуфом Альптекином. В свою очередь глава информационного центра Абдуджелил Каракаш осветил ситуацию Восточного Туркестана и вопрос, связанный с эпидемией коронавируса. В конце беседы Каракаш выразил свою благодарность 80-летнему Фахри Озджану, посетившему центр несмотря на преклонный возраст. В столице Голландии был организован протест памяти жертв событий 1997 года, когда китайский режим убил свыше 800 жителей Кульджи. В акции, организованной образовательным фондом Восточного Туркестана на площади Дам, приняло участие большое количество турков и местных жителей. В ходе акции были освещены вопросы правонарушений в уйгурском регионе. Организаторы заявили, что китайские власти по-прежнему не разрешают независимым лицам и организациям провести расследование событий 5 февраля. Кроме этого, молодежь города Брауншвейг провела протест против репрессий и нарушений прав человека в Восточном Туркестане. Участники акции потребовали прекратить геноцид и закрыть концентрационные лагеря. Число смертей от коронавируса, который появился в Китае и быстро распространился по всему миру, достигло 800. Пекин объявил о вознаграждении для китайцев, добровольно сдавшихся медицинским учреждениям или предоставившим информацию об инфицированных гражданах. Власти провинции Хубэй, ставшей очагом эпидемии, пытаются остановить распространение вируса. Коммунистическая партия Китая издала указ о выплате 1000 юаней для тех, у кого высокая температура, и 500 юаней сообщившим об инфицированных гражданах. Уполномоченные органы сообщили, что данная инициатива продлится до 18 февраля. По сообщениям Национальной комиссии здравоохранения Китая, до сегодняшнего дня жертвами вируса стало 812 человек. Число инфицированных достигло 37 тысяч. Состояние 6188 из них критическое. Специалисты из Англии заявили, что реальные масштабы эпидемии намного велики, и подчеркнули, что количество смертей и заражений в десятки раз превышает цифры, предоставленные официальными властями Китая. В результате драки, произошедшей в пятницу между казахами и дунганами, погибло 10 человек. После инцидента около 5000 дунган перебрались в Киргизию вместе со своими семьями. Потасовка, начавшаяся в поселке Масанчи, расположенном в Жамбыльской области, переросла в масштабный конфликт. Премьер-министр Казахстана заявил, что комиссия, созданная по поручению президента, приступила к работе. Стало известно, что некоторые из покинувших страну дунган начали возвращаться обратно.